позволила сегодня пригласить наших новых друзей. Это учащиеся физико-математического лицея, я не побоюсь этого слова сказать, одаренных детей с математическими уникальными способностями со всей республики. И эти ребята, свободные от своей математики, физики и других точных предметов время, приготовили и для читателей нашей библиотеки, и для участников клуба «Алый парус» концерт. Этот концерт музыкальная поэтическая композиция, да? Вот. Эта композиция посвящена Всероссийскому дню матери. Этот день мы уже отметили, уже прошел день, да, но у них-то накопилось информации. И вот творческий такой порыв мы сегодня решили посмотреть, оценить, и чтобы мы сегодня подружились. И эта встреча была не последняя. Так что я приглашаю, наверное, да? Еще можете показать своим делом, что обещали. Называется она «Альтруизм как образ жизни». Вышла в рубрике «Красного знамени не хлебом единым». Центр досуга и кино «Октябрь» в Сыктывкаре широко известен. Там проводится много мероприятий социальной направленности для людей разного возраста, а также различных возможностей и способностей. Сегодня мы хотим рассказать читателям о некоторых аспектах деятельности коми-регионального общественного движения общественно полезной социальной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Альтруисты. Под таким названием оно зарегистрировано Министерством юстиции в прошлом году и входит в объединение «Сплав» – спортивно-профилактика-лечебная ассоциация волонтеров, созданная Константином Бадокиным. Константин Бадокин, ребята, сегодня здесь присутствует. Он не только организатор этого движения, он еще фотограф и очень талантливый человек. Вот все. Альтруизм определяется так: нравственный принцип поведения, означающий способность бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека. Участники движения помогают тем, кто нуждается в моральной поддержке и сочувствии. Это объединение неравнодушных к чьей-либо беде людей. При Центре досуга и кино «Октябрь» оно находится с 2007 года. А начиналось все так. Еще во времена перестройки Евгения Жданова остро сопереживала детям, подросткам, искренне желая уберечь их от негативных явлений окружающего мира. Помимо тех, кто пережил жизненную трагедию, она привлекала людей с ограниченными возможностями, но с жаждой к творчеству, самореализации, веры в себя, а также тех, кто хотел им помочь. Вначале они проводили мероприятия там, где удавалось, а когда Центр досуга «Октябрь» предоставил им свое помещение, объединение окрепло, появилась стабильность. В течение многих лет каждый вторник вечером двери центра приветливо открыты для репетиций, актеров и всех желающих принять участие в спектакле. Совершенно искренне участники движения «Альтруисты» считают Октябрь родным домом и с благодарностью получают всю возможную помощь специалистов и директора центра Илины Олеговны. Руководит движением Олег Юдин. Еще один известный человек, Олег Викторович. Просто те, кто не знает, я думаю, им интересно узнать, что про этих людей пишут в газете. Это всегда интересно. По профессии он юрист. В прошлом году избранный председателем Совета. Человек очень порядочный, с активной жизненной позицией, не приемлющий равнодушие. Он возглавляет дискуссионно-поэтический клуб «Алый парус». Вот те участники «Алого паруса» здесь, многие, активисты, я бы сказала. Придумывает сценарий литературно-музыкальных вечеров, проводит их, пишет стихи, пьесы, прозу, внимание, музыку, исполняет свои песни, а координатор движения Галина Ильинична, она тоже здесь есть. Замечательная женщина. Галина Ильинична, ребятам покажу. Вот она. Ой, вот она наша участница. Да. Участница. Здравствуйте. Да.
Вот Галина Ильинична, филолог, журналист, медик и еще и специалист-кружевница, имеющая еще несколько профессий. Как мы много узнали. Здорово. Нет, наверное, крючком. Безвозмездно она оказывает психологическую помощь по телефону доверия в Сыктывкаре 32 11 13, по которому, бывает, звонят из многих городов России. За помощью к ней обращаются люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Каждому специалист старается помочь раскрыть их способность состояться как творческой личности. Галина Ильинична предлагает им глубоко продумать ответы на вопросы, что вы любите и умеете делать, какими еще профессиями хотели бы овладеть, чего хотели бы добиться в жизни. У многих из них непростые судьбы. Это люди разных профессий. Некоторым важно выйти из депрессии, другим избавиться от комплексов и фобий. Влившись в коллектив, они расцветают, реализуют свои творческие возможности. Неординарных, ярких людей много. Одна из них – Недьяна Энкала Телес Югот, псевдоним ее творческий. Она талантливый художник, поэт. Ей свойственно философское осмысление жизни, природы, мироздания, человека как частицы космоса, Вселенной. Было организовано много выставок ее работ в музеях. Художественные работы неоднократно демонстрировались в центре «Октябрь». Человек с особенной судьбой. Инна Булыкина. Она служила начальником части прогнозов и информаций, докладывала синоптическую обстановку адмиралам, командующим Северного военно-морского флота на Кольском полуострове. В коллективе состоялась как актриса театра, любимица публики. Директор театра Светлана Вильданова, мастер, конструктор-модельер, модель. Приглашает к участию таких же талантливых специалистов, многогранную Елену Турову, изысканную Людмилу Каданеву и многих других. Желающие обучаться в студии восточных танцев Светланы Белоконь. Тут фото на странице 8. Настоящим подарком судьбы считают актеры и зрители появления в коллективе педагога-психолога Милены Куликовой с танцевально-хореографическим ансамблем «Искра», в котором выступают дети разного возраста из малоимущих и неблагополучных семей. Милена – разносторонне одаренный человек, прекрасная ведущая, пишет сценарий, стихи, музыку, профессионально поет. Спектакль театра проходит не только в Центре досуга и кино «Октябрь». Коллектив принимает активное участие во многих общегородских мероприятиях. На празднике Масленицы, Сыктывкарском Арбате, Днях города и других. Каждый сценарий продумывается тщательно. Роли, костюмы, музыкальное сопровождение. Обязателен доверительный диалог со слушателем. Поэтому спектакли – своеобразная психотерапевтическая помощь участникам. Зрители вовлечены в действие наряду с актерами, которые помогают им поверить в себя. Важно бережное к ним отношение. Они должны получить позитивный эмоциональный заряд, что положительно сказывается на их самочувствии и приближает их к выздоровлению. Так, на спектакль «Костюмы народов России и мира» педагог-психолог Лариса Федорова привезла на такси Елену М. В результате положительного эмоционального воздействия пациентка резко пошла на поправку, смогла в сопровождении сиделки совершать длительные прогулки. А затем, в скором времени, актеры встретили в зале почти здоровую и миловидную женщину. Сейчас Елена не нуждается в помощи сиделки. Атмосферу одухотворенности и душевного тепла отмечают участники литературно-музыкальных вечеров, на которых помимо коллектива клуба «Алый парус» свои произведения исполняют не только сыктывкарцы, но и гости столицы. Кстати, литераторами «Алого паруса» издано 3 выпуска сборника стихов и прозы «Дорогой добра» и несколько персональных. Общественное движение «Альтруисты» приглашает мыслящих, творческих, интересных и ярких участников на мероприятиях в Центр досуга и кино «Октябрь». Журналист Людмила Вяткина. Вот такая замечательная статья о тех, кто сегодня рядом с нами. Про их такую важную, нужную и
и разнообразную творческую жизнь. Очень приятно. Очень, да. Мы гордимся тем, что мы с вами знакомы. И что вы у нас бываете так часто. Да. Спасибо. Замечательная статья и хороший журналист. Одну тему, которую нам очень часто не хватает как раз и рассматривать. В том плане, что контингент клуба мало молодых людей, пенсионеры, инвалиды, но как раз те люди, которые на сегодняшний день знают больше цену в этой жизни и больше стараются к этой жизни стремиться. Я могу еще раз напомнить вам как раз цитаты из известных вам людей. Философ Лао Цзы. Если молодые люди не знают, книга у него такая есть, 3000 лет назад сделана Дао Дэ Цзи. Там в 52-м параграфе написано: познавший людей он умен, познавший себя он просветлен, победивший людей он силен, а победивший себя он могучий. А вот суть в жизни как раз и заключается в том, чтобы себя познать и победить. Это я могу уже перекинуть на себя, потому что если бы я не пошел по другой дороге, то я бы здесь не сидел, потому что у меня есть образование и юридическое, и специальное в университете полученное журналистское в нашем университете. И тем не менее слишком мало сделал в этой жизни, хочется еще больше сделать. И хочется, чтобы у нас люди это тоже больше познали, а тут нам поможет Гёте, или что достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. И люди, которые собираются за столом в валом парусе, это как раз люди, которые как раз стремятся больше в этой жизни сделать, познать и что-то другим людям это отдать всей душой. Потому что если посмотреть план за год, то мы выезжаем, будь это общество слепых, будь это, например, какие-нибудь пансионаты с больными людьми. Следующее заседание у нас как раз это будет посвящено 25 числа. Мы не выезжать будем, мы здесь будем встречать общество инвалидов городское. И вот как раз я прошу вас сделать подборку лучших стихов, и мы как раз обществу слепых здесь дадим вот как раз такую программу, чтобы им тоже интересно было жить. Так же, как и мы стараемся быть интересно. Не занимать место в этой жизни, как раз искать ее, бороться за эту жизнь. К чему я это все веду? К тому, что сейчас вы увидите как раз сюжет о таком человеке, который как раз не захотел уезжать на диване, а именно старался в этой жизни что-то постичь и бороться за это. Каким образом это мне вот сказала Юля, дочь, и сказала, что это очень интересно будет здесь, в клубе. И это очень вам как раз поможет, больше придаст и сил, и прилива, душевного прилива. О чем? Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, это не лекция на самом деле, а просто рассказ. Я посчитала нужным, что и интересно рассказать вам о людях, которые имеют разные заболевания, причем довольно-таки тяжелые, которые на первый взгляд, ну, с ними вообще никак. Еле-еле живут-то многие с этим. А есть люди гораздо более выдающиеся, которые не сдались. Это не один человек, как сказал папа, а несколько людей. Самые-самые, такие, скажем, известные, самые выдающиеся, на мой взгляд, что ли. Начну я, пожалуй, вот с этого человека. Его зовут Мишель Петруччиани. У него наследственное генетическое заболевание. Неважно, как оно называется, но в его случае вообще это
приводит к хрупкости костей, в его случае привело вот к невысокому росту. В том числе он может заболеть от легочных разных инфекций, что и случилось. Он был всего лишь 46 лет. Он умер от легочной инфекции. Но этот человек был не так-то прост. Он мечтал с детства, он родился в музыкальной семье и мечтал с детства играть на пианино. И он это сделал. Это лучший пианист 80-х, 90-х годов. Я сама о нем недавно совершенно узнала, но, как видите, иногда мы о самых выдающихся личностях узнаем много позже. А в какой стране? Он играл, в смысле, в какой стране? Он играл много кто где. по национальности? По национальности? Ну, итальянец или Итальянец. француз? Итальянец смешанный с французским. Ну, то есть в Италии жил. Да Но он не много- российский. Нет, это конечно, какой-то нет. мировой обзор. Мировой, нет, Ну, это не российский. Ну, итальянец, ну. Да, его носили на руках, и часто его менеджер, который устраивал концерты, носил его в прямом смысле в чемодане. Так было экономичнее пройти в номер отеля. На одного. А зовут как? Мишель Петручани. А, ну да. Есть у него одна фотография, которая мне больше всего нравится, вот эта. Глаза такие прям выразительные. Сейчас я вам на пару минут включу, чтобы вы примерно представляли, потому что говорить можно много, а когда слышишь. Я сделаю еще погромче. Юля, я сделаю здесь погромче. А, добавила, да? Там, конечно, не один раз надо смотреть на то, как он играет вообще, с каким драйвом. Он импровизатор вдобавок еще. У него концерт был в Германии, огромное количество зрителей. Его первый концерт вообще в 13 лет был. 13. Вот такой вот маленький малыш. Он с таким наслаждением играл. Один из лучших джазовых исполнителей. Это уже отдельно, если там вы захотите, вы посмотрите. Я здесь просто не продолжим, потому что все равно через полчаса мы начнем. Так, ну вот это мои любимые личности. Вы, наверное, если смотрели, фильм недавно вышел «1+1 Untouchables», Смотрели. неприкасаемые. Неприкасаемые Вот это смотрели. прототипы. А, Это прототипы Филипп де Потца и... Все время забыла его имя. На А. Выглядеть, хотя и как оказалось, он довольно-таки не глуп, как вот думали многие, из окружения этого богатого человека Филиппа. Ну вот так они познакомились чисто случайно, и он ему дал шанс поработать с ним, скажем так, вызов, а ты сможешь? И этот араб с туманным прошлым принял этот вызов, и они стали друзьями. Я так думаю, они в большей части родные души просто. Потому что они столько всего вместе пережили. Собственно, они и дальше потом дружить продолжали. И после знакомства с этим своим другом арабом он еще раз вторично женился, и у него дети еще родились. Его Жан-Доминик Баби. Это французский журналист, сценарист и писатель. Мало того, он являлся в одно время редактором журнала «Эль». Этот человек тоже был очень счастливым. Он считался мачо, Дон Жуаном, у него кипело все внутри. Жил двое сыновей у него прекрасных. Единственное, на матери его детей он не был женат. Ну, это уже... Так вот, что с ним случилось? С ним случился инсульт в один прекрасный момент. И он оказался парализован вообще.
В один прекрасный день он впал в Сколько кому. лет? Вот сколько лет? Это так важно? 43 года. Конечно, ну, как Валентина, важно. Это очень Давайте, важно. конспектируйте, Это важно. Юля. Нет, Конечно, важно. когда, в каком возрасте 43 парализовал? года. Чтоб себя ведь это 43. такие вот Жан-Доминик, как его? Жан-Доминик Боби. Бобби? добиться остаться с детства или уже во взрослом Да, обществе, или у тебя уже все создано, а ты только или в уже, да. 90-е. Они собираются еще Да. что-то достичь, понимаете, Юля? А Они где собираются, у это них в планах. Платонида-то у меня ушла? Скажите, сколько лет? 43 года. Пересела. А, пересела. А по профессии кто он был? Французский журналист, сценарист, Журналист, да, писатель. извините. Да, это редактор говорила. журнала «Эль», Да, журналист. главный редактор. Так вот, 10 дней после того, как она была уже изданной, она имела огромный успех. Невероятное. Да, через 10 дней... Очевидно и он- невероятно. Книга о чем? По морганию. Книга о том, что... Книга Обалдеть. называется «Скафандр и бабочка». Есть фильм. Ну, ладно, но о чем? Фильм на самом деле очень хороший. Философский какой-то. Он получил тоже много наград. Не знаю, чьи это Книга... Книга о чем? Я не Он Я не не- двигается, он не разговаривает, Так. он тоже знаками маме передает. У него интеллект сохранен, а ДЦП Ну, если превратило язык его вот но он же просто не в разделен. как он как-то называется? вот на это. вид, я вам Пальцы хочу на пальцы сказать, пальцы, человек. На вид Да, это на вид растение. это Да, растение. извините. Вот знаете вы его, да? Он стихи написал, мама записала за него. А что А печатает ногами, вот посмотрите, видите? Только Да? что. Про него сейчас тоже говорят. То есть, всякое. Ирина Алексеевна, вот такое, представляете, бывает. Ну, Бывает, допустим. редко. Допустим. Это вот большое такое стремление Допустим. творить и как-то вот Нет, а я и поделиться друг понимаю, с что он другими. творил. Я понимаю, что творил. Но что, когда я записываю Ага. и А потом смотрю, Юля рядом, да, наверное, не вот сидела, потом она вам ему говорит, то, что в читаю, интернете нашла. он даже не может осмыслить то, что я ему прочитала. Как вот вы понимаете? Почему вы Как он же считаете, что видит? он не может осмыслить? Он просто парализован. У него интеллект Кроме левого работает, глаза, у него как все у остальное любого работает. человека. Значит, правое полушарие. Ну, Страны. Вот этот, который на доске, его зовут Ник Вуйчич. Ник? Он недавно, я была вот в Таиланде, он как раз, я жила на острове, а он в Бангкок прилетал. И я взяла и не поехала, все-таки надо было поехать, он как раз был в этот момент. Фотографии были. Вот, а это его подруга Беттани Хамилтон, тоже интересная личность. Сейчас я о ней скажу пару А у слов, него а потом одной уже одной про руки него нет. полностью. У него нет ни рук, ни ног, у него вместо... Вы увидите в интервью, я включу вам, оно буквально минут 9, но очень интересное. Как раз для российских телезрителей он интервью это сделал. Вот эта девочка Беттани Хамилтон, она живет с родителями на острове Кауаи. И в 13 лет она занималась всю жизнь серфингом. У нее родители серфингисты, они так познакомились, два брата, все занимаются, ну, стиль жизни такой на островах у них. Вот, она в 13 лет просто лежала на своей доске, ждала волну, выпрыгнула акула, откусила вот ее. Оно у нее потом, да. Положительный, позитивный молодой человек, ему 30 лет, ему, кстати, 30. Ему говорили, что он не выживет, не проживет дольше 14. Но он вот год или, по-моему, год или два назад, он женился. Сейчас я вам покажу. Он так родился, у него генетическое заболевание, он родился без рук и без ног. Вот это его жена. Он встретил ее на одной из лестниц. Красавица. Ты помахала мне. Может, неправильно чувствую. Моя улыбка вдохновит вас на то, чтобы никогда не сдаваться. Оделась и ушла, вот, ну я вижу, вот. Интервью с Ником нам пришлось ждать полгода. Как получилось, что этот парень стал мировой мегазвездой, и что миллионы людей пытаются научиться у него быть счастливым? Он и сам далеко не сразу понял, что же хорошего в том, что он родился таким. Это был 1982 год. Семья ждала первенца. Исследования ультразвуком обещали здорового мальчика.
Но сначала присутствовавший на родах отец увидел, как на свет появилось плечо без руки и выбежал из родовой, чтобы жена не увидела его изменившегося лица. Потом забыли медсестры, забегали плачущие врачи и поспешили унести младенца, который, понятное дело, плакал тоже. Когда наконец вышел доктор, потрясенный отец кинулся к нему с вопросом: что, у него нет руки? Доктор сказал фокамелия. Ребенок рожден без рук и без ног, без каких-либо медицинских причин. Отец взял себя в руки и спросил: где мой сын? Могу ли я взглянуть на него? Ему показали. Он вернулся к маме и сказал: он красивый. Моя мама. Ей было очень тяжело в самом начале. Конечно, отец сражался. Мама не могла держать меня, кормить грудью. 4 месяца она приходила в себя. Человек. Наконец, в Индии собрал свой самый большой стадион. Одновременно 110 тысяч человек смотрели на него во все глаза. Он не может пожать никому руку. Он обнимает людей. И даже установил мировой рекорд: без рук и без ног он обнял 1749 человек в час. Это происходит не так. Моя история, я Ник Вуйчич, никогда не сдавайтесь. Нет, совсем нет. Я думаю, одно из неверных ожиданий аудитории, перед которой я выступаю: о, это Ник Вуйчич, я никогда не буду жаловаться, потому что у меня есть руки и ноги. Но я же понимаю, что это не надежда. Ты должен жаловаться. У нас у всех свои взлеты и падения. Мы не можем сравнивать страдания. Надежда — это когда все вдруг понимают, что мы в одной лодке. Это то, что я и пытаюсь донести. Это сумасшествие. Я так устал от переезда. И на улыбку уходят все силы. Один из простых, но сложных его уроков – смеяться, когда тяжело. Свою пятку он называет окорочком. Когда дети пялятся на него на улицах и подбегают с вопросом: что с тобой случилось? Он хриплым голосом отвечает: все из-за сигарет. Авиашутки от Вуйчича – коронные номера. Он любит заходить первым на борт самолета, просит помощников уложить его на багажную полку и закрыть дверцу. Сейчас один из пассажиров ее откроет в надежде уложить свой чемодан. Стюардессы веселились как школьницы и радостно участвовали в розыгрыше, когда однажды Ник переоделся в униформу пилота, встал у трапа, встречая пассажиров такими репликами: у нас сегодня знаменательный день. Мы впервые используем новые технологии управления самолетом. Вы не поверите, я ваш капитан. У людей вытягивались лица. Обычно в душе заглядывает он, Ник Вуйчич, но однажды с ним приключилось обратное. Ему в душу заглянула она. Я встретил свою жену в апреле 2010-го. Это было в маленькой аудитории, человек на 16. Вы, может, еще помните точное время? Да, около 7 вечера, 11 апреля. Их познакомили общие друзья. Она понятия не имела, что Ник уже богат и знаменит, и вообще у нее был в то время бойфренд. Она просто увидела его, а он увидел ее. Так бывает. Как он потом скажет, это была связь, которая больше нас самих. Свою невероятную красавицу, что называется, живьем, он показал лишь единожды после свадьбы в знаменитой американской программе «60 минут», где Канне и Миахаре пришлось отвечать на самые откровенные вопросы о своей любви к Нику. Физические взаимоотношения – это для вас трудно? Интимный вопрос? Да. Да нет, это всех так интересует. Понимаете, да, я не могу все время держать его за руку, но я могу обнять его. Но у него есть все, что ему нужно. Ровно через год и один день Вы можете это сделать. Надежда творит чудеса. А потому стоит ли удивляться, что в его личном шкафу уже много лет стоит пара ботинок. Анна Нельсон, Борис Леонов, Юлия Заграничного, Первый канал, США, Калифорния. Спасибо. Собственно, у меня был еще один ролик, но, к сожалению, его никак не... Вы нам его оставьте закладку. Он из фильма «Амели», там, когда она подготовила... Сейчас, из фильма молодежного «Шаг вперед», вторая часть, вот там была одна такая фраза: не важно, кто ты и где ты, важно, что у тебя есть и как ты этим пользуешься. Этим людям Бог решил пошутить и дал килограмм лимона, они из него сделали лимонад себе.
И вот они жили, кто-то до сих пор живет, и счастливы. Собственно, вывод... Тому, что мы увидели. Есть такой поэт Йоханнес Беккер. Вот какие он слова сказал. Красиво жить не просто звук пустой. Лишь тот, кто в мире красоту умножил, трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил. Воистину увенчан красотой. Спасибо большое. Познавательно очень, трогательно. Уважаемые зрители, вот у меня артисты так все растрогались, просто сейчас приходили в чувство, сейчас они подышат немножечко, а я пока скажу немного о нас. Мы сюда пришли из физико-математического лицея-интерната, это практически наш весь театральный кружок, вот, и мы очень часто ставим различные постановки, но сегодня мы хотим показать постановочку, вернее, литературно-музыкальную композицию «Одним о маме», потому что мамочка – это самое прекрасное слово на земле. И очень несправедливо, что этот день празднуют всего один раз в год. Мы считаем, что об этом можно говорить каждый день, каждый час и каждую минуту, чтобы никто никогда не забывал всех матерей. От себя лично, от своих ребят, и они вас еще раз поздравят с прошедшим Днем Матери, с настоящим Днем Матери и с будущим Днем Матери. Потому что мамочка, как я сказала уже, самый прекрасный человек на земле. У мамы самые добрые руки, и они умеют делать все. У мамы самое доброе сердце, и она никогда не останется равнодушной к тому, что происходит вокруг. Давайте послушаем наших детей, потому что лучше, чем я, они скажут о своих матерях, о чужих матерях, о своих бабушках, все в своем выступлении. Мы очень рады вас приветствовать в такой уютной, дружественной обстановке. Если что-то будут какие-то технические заминки, просим прощения, мы первый раз здесь. Спасибо большое. Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица, но она не уснет, продолжая нас ждать. Я сегодня хочу от души поклониться нашей женщине русской по имени Мать, той, которая жизнь подарила нам в муках, той, что с нами порой не спала по ночам. Прижимали к груди ее теплые руки и молились за нас всем святым образам. Той, которая Бога просила о счастье, за здоровье своих дочерей, сыновей. Каждый новый наш шаг для нее был как праздник, и больнее ей было от боли детей. Из родного гнезда вылетаем, как птицы, поскорее нам хочется взрослыми стать. Я сегодня хочу до земли поклониться нашей женщине русской по имени Мать. Простите, пожалуйста, извините на слово. Можно включить медиапроектор? На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. Давайте микрофон, ребят. Угу, все. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов – это слово «мама». Слово, которое ребенок произносит чаще всего – это слово «мама». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется – это тоже слово «мама». Потому что это слово таит в себе тепло. Тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. А что для человека ценнее и желание, чем тепло и свет глаз родного человека? Сегодня, в этот праздничный день, мы хотим поздравить всех тех, кому выпала счастливая и в то же время нелегкая судьба быть матерью. И всех остальных с тем, что им тоже выпало счастье быть чьими-то детьми, родиться на этой земле и знать теплые, добрые руки матери. Жизнь не прожить без черных дней, но в час беды и в час бессилия вы не кляните матерей за то, что вас они родили. Им не дано предугадать все, что детей их ждет на свете. Но всякая на свете мать
желает только счастья детям. Баюкая детей грудных, веками матери мечтали, чтоб не столкнулись дети их, чтоб на дороге не упали. И ни одна на свете мать, какими не были мы с вами, нам, детям, не желала стать ни жертвами, ни палачами. Пусть многое не привелось им обрести самим когда-то, они мечтали, чтоб жилось их детям вольно и богато. И если это не сбывалось, кто, а мать не виновата. Поэтому и в черный час, когда наш путь тернист и труден, клясть матерей своих не будем за то, что породили нас. Спасибо. Быть мамой девчонок, конечно, не то. Там куклы, посудка, больнички, лото. Там пышные платья и косы летят. А нам же с тобой подарили любовь. Мой дом украшает не фанточки рот, а киборг-убийца, что сын твой принес, найдя его в луже у дома родного. Почистил бы, но он теперь как новый. Нет, это не хлам. И не смей убирать. Ты хочешь военную базу сломать? Ты хочешь снести самолетный ангар? Одумайся, женщина, это ж кошмар. Ты в бой поведешь оловянных солдат. Будь дерзкой и ловкой, ни шагу назад. Так с фланга зайди, артиллерией бей. Не знаешь, что это? Спроси сыновей. Ты выучишь с ним все марки машин, а станут побольше все виды их шин. Еще подрастут и тебя просветят, как действуют стартер, кардан и домкрат. Без них ты могла б ничего не узнать. Зачем нужен лобзик? Не может его обздать. Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то. Подшипники, что это? Шипами чего-то. Как много всего, что могло пройти мимо. Но вот оно счастье. Быть мамой и сына. За что? Я не знаю. Наверное, за то, что живу и мечтаю, и радуюсь солнцу и светлому дню. Наверное, родная, за то, что тебя, родная, люблю. За небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Ни усталости не зная, ни покоя каждый час, день и ночь, родная мама, все заботится о нас. Нас баюкала, кормила, колыбели пела нам. Первым нас она учила добрым, радостным словам. Засыпал я на руках с куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Мамины глаза все на свете понимают. Мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте только. Мамины глаза, мамины глаза, мамины глаза. Дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мой сын.
чтобы стало ей светлее в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Мамины глаза все на свете понимают. Мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. Мамины глаза, мамины глаза. Дай нам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Мы сидели на кухне, и дочка моя мне сказала, шутя, между делом: Вот, проводим опрос на предмет бытия. Ты бы бабушкой стать захотела? Конечно, я бы хотела, но ведь это изменит совсем твою жизнь навсегда, кардинально. Да я знаю. Ну что ж, не досплю, не доем. Мне ответила дочь машинально. Но ведь это, как бы помягче сказать, все не то. Не солдаты, это отвага. Я искала слова, чтобы ей описать всю ответственность этого шага. Я бы сказала ей: раны от родов твоих заживут у тебя очень быстро, но появятся новые раны любви, что дает лишь одно материнство. Это раны эмоций, тревоги, стыда за ребенка, что ты сотворила. И про жизнь ты не скажешь уже. Ерунда. Никогда не вернешь то, что было. И какой бы изысканной ты ни была, крик ребенка встревоженный «Мама!» бросить срочно заставит любые дела, от простых и до денежных самых. Я хотела сказать, что карьера ее пострадает с рождением ребенка, что не раз она будет впадать в забытье, запах чувства детской головы. Я хотела сказать ей, что набранный вес можно сбросить диетой, зарядкой, но еще не случалось на свете чудес материнства, чтобы сбросить украдкой. Я хотела сказать, но слеза лишь в ответ у меня на глазах навернулась. Ты не будешь жалеть, что взамен слова «нет» «да» сказала, чтоб жизнь развернулась. Протянув через стол дочке руку свою, с нею встретившись, я прошептала: за тебя, за себя, за всех женщин молю, чье призвание просто быть мамой. Спасибо. Мать. И, может быть, его услышат? Для прохожих ты просто прохожая, просто женщина средних лет. На мелькнувший пейзаж похожа, без особых примет. Платье массового производства, шито, как по тебе оно. Сумкой, сумка-авоськой зовется, их во всех магазинах полно. Поворот, тротуары, обочина, театральная площадь, мосты. Ты идешь, а я гляжу озабоченно за тобой из Москвы. Кто-то, много не нужно умения, может локтем тебя толкнуть. Кто-то может в своем самомнении сверху вниз на тебя взглянуть. Или кто-то
не слишком вежливый, может словом обидеть хамя. Хоть пока ты повсюду развешивай, люди, это же мама моя. Тебе рождалась тоже, я так похожа на тебя. Мы так с тобою не похожи, хотя друг друга иногда не слышали, не понимали. Но руки добрые твои всегда меня оберегали. Мамины руки, мамино сердце нежно хранят минуты детства. Мамино сердце, мамины слезы нужно понять, пока не поздно, что так легко ее обидеть, своих ошибок не увидеть, а мама просто хочет рядом быть. Прости меня за непокой, за дерзость и за непокорность. Прости, что именно с тобой свою показывала гордость. В ответ ты не находишь слов, лишь улыбаешься устало. Я поняла твою любовь, когда однажды мамой стала. Мамины руки, мамино сердце нежно хранят минуты детства. Мамино сердце, мамины слезы нужно понять, пока не поздно, что так легко ее обидеть, своих ошибок не увидеть, а мама просто хочет рядом быть. Я к тебе пришла, за помощью пришла и за советом, как выжить в неспокойном мире этом, среди корысти, зависти и зла. Я поняла, что от беды любой лишь только у тебя найду спасение. Пришла к тебе и встала на колени, и голову склоняю пред тобой. Я много не прошу, но одного, когда на свете стало жить тревожно от всех несчастий, от каких возможно, убереги ребенка моего. На путь прямой и истинный направь, пусть с ним вовек плохого не случится, ведь так легко споткнуться, заблудиться. Я умоляю, Боже, не оставь, получит все пускай, что заслужил. Я не боюсь, что выпадут страдания, пошли ему любые испытания, он выдержит, но чтобы только жил. Его страдания я себе возьму, любая мать бы так же поступила. Дай сыну моему терпение, силы и дай надежду сыну моему. За все грехи его прошу, прости, мне это будет высшая награда. Ни славы, ни богатства мне не надо, но, Господи, дитя мое, спаси. А вот эта свеча, это моя Лидочка. Ей я также дала свою любовь. Но разве от этого моя любовь стала меньше? Нет. А эта свеча, это моя младшенькая, Мариночка. Ей я тоже, как и вам, дала свою любовь. И как видите,
моя любовь не стала меньше, она не угасла. Потому что я люблю вас всех одинаково. Спасибо, очень приятно. Это символ теплоты и любви. И мы в вечном, неоплатном долгу перед матерями, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. Казалось бы, что происходит? Все старые люди уходят. Уходят в тот мир, где, наверное, есть вечная жизнь впереди. Но как нам утешиться, если еще ни один из ушедших оттуда не смог возвратиться, на землю не приходил? Казалось бы, что происходит? Родители раньше уходят, и это гуманно должно быть. Иначе нет горя сильней. Но все же не ведаем сами, что даже у старенькой мамы есть средства от наших печалей, и нам без него все больней. Казалось бы, что тут такого? Не слышно ворчания родного, и маминых заморочек, и вечных советов, как жить. Но вот, захотелось, как прежде, радостью с ней поделиться. Рука потянулась к диску, но некому позвонить. Сердце матери, нежности без края, взгляду мамы солнце в небесах. Не грусти, что инеем родная серебриться просит в волосах. Не считай ты на лице морщинки, руки стали грубыми, не плачь. А морщинки — это паутинки от твоих и наших неудач. Пожалей и дай совет хороший, если кто-то матери добрей. Материнство не из легких ноша, радость есть и огорчение в ней. Повинуясь сердцу повеление, я в глаза, родная, посмотрю, опущусь тихонько на колени и скажу тебе: благодарю. Ночью порога уставится в окна луна, и вот перед образом Бога она остается одна. Туманный квадратик иконы, бумажного венчика тлен, и долго роняет поклоны она, не вставая с колен. И пламя лампадки колышет, колеблет комочек огня ночной ее вздох. Не услышит никто ее, кроме меня, лишь сердце мое отзовется, сожмется во мраке больней. Никто никогда не вернется с безмолвных кровавых полей. Не будет великого чуда, никто не услышит молитв. Но сплю я спокойно, покуда она надо мною стоит. Что меня життя, увы, с безумной скоростью нельзя перелистать назад страницы этой повести. Порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль,
что нежные слова вновь будут недосказаны. И все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Цени, мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердцебиение. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка, родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Красиво. Ну что, на этом наше выступление заканчивается. Мы желаем нашим мамам быть всегда красивыми, бодрыми, ласковыми и нежными, а детям умными и послушными. Милые, дорогие женщины, с праздником вас! Любви вам, вашим детям и внукам. И пусть каждый человек до седых волос благоговейно произносит имя своей матери и бережно охраняет ее старость. Мы поздравляем милых мам, прекрасных женщин всей планеты. И пусть все люди дарят вам благоуханные букеты. С праздником вас, Наши мамы! И низкий вам поклон. Спасибо, девочки. Ребята, не уходите.